В декабре 2021 года, когда температура в горных районах Кыргызстана опустилась до минус 25 градусов, в архивах финансовой полиции обнаружили папку с грифом «Строго конфиденциально», которая не должна была существовать вообще. Внутри находились банковские выписки, фотографии роскошных вилл в Дубае и Анталии, скриншоты переписок в мессенджерах и список имен. 23 женщины, официально нигде не работающие, но владеющие недвижимостью на общую сумму более 50 миллионов долларов. Эти документы собирались тайно в течение 3 лет группой следователей, которые рисковали карьерой и, возможно, жизнью. Но сразу после того, как материалы попали на стол генерального прокурора, папка исчезла из сейфа, а 2 ключевых свидетелей внезапно уехали за границу и перестали выходить на связь. Кто приказал уничтожить эти доказательства? Какие именно имена были в том списке? И самое главное, почему эти женщины, чьи лица мелькали в Инстаграм на фоне частных яхт и бутиков Милана, никогда не привлекались к ответственности, хотя их связь с высокопоставленными чиновниками была очевидна даже школьнику? Сегодня мы расскажем историю, которую пытались похоронить. Историю о том, как деньги, предназначенные для отопления сельских школ, превращались в бриллиантовые колье и виллы с видом на Персидский залив, пока дети в горных аулах сидели на уроках в куртках, дрожа от холода. Чтобы понять масштаб этой системы, нужно вернуться к началу 2000-х годов, когда Кыргызстан только начинал оправляться от экономического коллапса 90-х. В стране формировалась новая элита — люди, которые умели находиться в нужное время в нужном месте, заключать контракты с государством и превращать бюджетные миллионы в личные состояния. Среди этих людей был человек, имя которого мы пока не назовем, но который сыграл ключевую роль в создании теневой экономики, где официальные жены чиновников жили скромно для публики, а вторые семьи, токолки, купались в роскоши, недоступной даже успешным предпринимателям. Этот человек понимал главное правило коррупционной безопасности: никогда не записывай недвижимость на свое имя. Используй доверенных лиц, желательно женщин, которые не вызывают подозрений у налоговой службы. Так родилась схема, которую позже назовут «золотые токолки». Система, где молодые красивые женщины становились номинальными владелицами элитной недвижимости, получая за это ежемесячное содержание и право жить в этих апартаментах, пока их покровители занимали министерские кресла. Схема была гениальна в своей простоте. Девушка официально числилась индивидуальным предпринимателем, якобы торговала косметикой или одеждой, а на деле получала переводы от офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах. Налоговая служба видела легальный бизнес, банки не задавали лишних вопросов, а настоящие хозяева этих богатств оставались в тени, продолжая публично ездить на скромных служебных автомобилях и носить костюмы среднего ценового сегмента. Но каждая система имеет свои слабые места, и в данном случае этим слабым местом стала человеческая природа — желание выставлять богатство на показ. Токолки, получив доступ к миллионам, не могли удержаться от соблазна поделиться своей роскошной жизнью в социальных сетях. Они публиковали фотографии из бутиков Парижа, где одна сумка стоила как годовой бюджет сельской школы. Выкладывали видео с частных вечеринок на яхтах, где бутылка шампанского обходилась в сумму, равную месячной зарплате учителя в отдаленном районе. Именно эти публикации стали первым звоночком для тех, кто начал задавать неудобные вопросы. Журналисты-расследователи обратили внимание на странное несоответствие. Девушка, которая официально зарабатывает $300 в месяц, продавая косметику через Инстаграм, вдруг покупает квартиру в элитном комплексе Дубая за $2 миллиона наличными. Когда репортеры начали копать глубже, они обнаружили целую сеть таких успешных предпринимательниц. И у всех была одна общая черта. Их появление в высшем свете совпадало с назначением определенных людей на ключевые государственные посты. Совпадение? Вряд ли. Но доказать прямую связь было практически невозможно. Все сделки проходили через цепочки посредников. Все переводы маскировались под легальные бизнес-операции. Все встречи происходили в частных резиденциях, куда не проникали камеры наблюдения. Представьте себе обычный зимний день в селе Кокджар, расположенном на высоте 2500 метров над уровнем моря, где температура опускается до минус 30 градусов. В местной школе учатся 120 детей, и каждое утро они приходят на занятия, зная, что в классах будет холодно,
потому что угля на отопление не хватает уже третий месяц подряд. Директор школы писала письма в районный отдел образования, в областное управление, даже пыталась достучаться до министерства. Везде один ответ. Бюджет исчерпан, ждите следующего квартала. Дети сидят на уроках в куртках, учителя проводят занятия в перчатках, потому что пальцы немеют от холода. А в учительской стоит одна маленькая электрическая печка, которую включают только на переменах, чтобы не перегрузить старую проводку. Родители скидываются, кто сколько может, покупают мешки угля на собственные деньги, но этого хватает ненадолго. Школа большая, а зима в горах длинная и беспощадная. Теперь давайте посмотрим на другую картину. В тот же самый день, когда дети в Кокджаре дрожали от холода на уроках математики, одна из токолог высокопоставленного чиновника выложила в свой Instagram-сторис видео из бутика в Милане, где она примеряла норковую шубу стоимостью 80 тысяч евро. 80 тысяч евро. Это годовой бюджет на отопление для 5 таких школ, как в Кокджаре. Это зарплата 40 учителей за год. Это 1000 тонн угля, которого хватило бы, чтобы все дети в районе учились в тепле всю зиму. Но вместо этого эти деньги превратились в мех на плечах женщины, которая никогда не работала ни дня в своей жизни, и чье единственное достижение — умение нравиться нужным людям. Как именно работала эта система обогащения? Схема была отработана до мелочей и включала несколько уровней защиты. Первый уровень — офшорные компании, зарегистрированные в юрисдикциях, где не требуется раскрывать информацию о реальных владельцах. Эти компании получали государственные контракты на поставку товаров или услуг, часто по завышенным ценам в 2-3 раза. Например, контракт на поставку угля для школ заключался по цене $200 за тонну, хотя рыночная цена составляла $80. Разница в $120 с каждой тонны оседала на счетах офшорной компании. Дальше эти деньги переводились на счета других компаний, зарегистрированных уже в других странах, проходили через несколько транзитных операций и в конечном итоге попадали на личные счета токолог, оформленные как оплата за консультационные услуги или дивиденды от якобы успешного бизнеса. Второй уровень защиты — использование родственников и доверенных лиц. Недвижимость никогда не оформлялась напрямую на токолку. Сначала она покупалась на имя ее матери, сестры или подруги, а потом через год-два переоформлялась уже на саму получательницу. Это создавало дополнительный барьер для следствия, потому что доказать, что деньги на покупку дала именно токолка, а не ее родственница, было крайне сложно. Третий уровень — наличные расчеты. Несмотря на развитие банковской системы, значительная часть сделок проводилась наличными, особенно при покупке недвижимости за границей. Чиновник или его доверенное лицо просто прилетали в Дубай или Анталию с чемоданом, набитым долларами, и закрывали сделку на месте, без всяких банковских переводов и бумажных следов. Но самое циничное в этой истории — это не сами схемы обогащения, а то, как эти люди оправдывали свои действия. В частных разговорах, которые иногда просачивались наружу через бывших соратников или обиженных любовниц, чиновники говорили примерно следующее. «Все так делают. Почему я должен быть исключением? Я работаю на государство. Рискую, решаю сложные вопросы. Почему я не могу обеспечить свою семью? Эти деньги все равно разворуют. Если не я, то другой. Так пусть лучше они достанутся мне». Такая логика — классический пример морального разложения, когда человек убеждает себя, что воровство допустимо, потому что все воруют. Токолки же вообще не задумывались о происхождении денег. Для них это была просто награда за красоту и умение быть рядом с влиятельным мужчиной. Они искренне считали, что заслужили эту роскошь, что их жизнь в золотой клетке — это справедливая плата за то, что они отказались от нормальных отношений, семьи, детей — ради того, чтобы быть доступными 24 часа в сутки для своего покровителя. В их картине мира не было места для мысли о детях, которые мерзнут в школах, о стариках, которые не могут купить лекарства, о врачах, которые работают за нищенскую зарплату. Их мир ограничивался бутиками, ресторанами, спа-салонами и курортами. И в этом мире не было места для сострадания или чувства вины. Переломный момент наступил в 2019 году, когда в социальных сетях началась настоящая народная охота на токолог.
Обычные граждане, уставшие от вопиющего неравенства, начали создавать специальные аккаунты, где публиковали фотографии роскошной жизни жен и любовниц чиновников, сопровождая их комментариями о том, сколько школ можно было бы отремонтировать на эти деньги, скольким семьям можно было бы помочь. Хэштег «Уяд», что означает «стыд», стал вирусным. Под ним собирались тысячи постов с доказательствами вопиющей несправедливости. Власти пытались игнорировать эту волну народного гнева. Но когда протесты перешли с виртуального пространства на улицы, когда люди начали выходить с плакатами к зданиям министерств, стало ясно, что просто замалчивать проблему больше не получится. Именно тогда и была создана та самая следственная группа, которая начала собирать досье на токолог и их покровителей. Работа велась в строжайшей секретности, потому что следователи понимали, если информация просочится раньше времени, все доказательства будут уничтожены, а свидетели либо исчезнут, либо изменят показания. 3 года кропотливой работы, сотни часов прослушки, анализ банковских операций, допросы риэлторов и менеджеров элитных бутиков, которые помнили лица своих клиенток и суммы их покупок. Все это складывалось в картину настолько чудовищной коррупции, что даже опытные следователи, видевшие многое за свою карьеру, были шокированы масштабами. Одна из ключевых фигур в этом расследовании — женщина, которую мы назовем Айгуль, хотя это не ее настоящее имя. Айгуль работала личным помощником одного из министров и была посвящена во все тонкости теневых финансовых операций. Она знала, когда и куда переводятся деньги, какие компании используются для обналичивания, где хранятся документы на недвижимость. Но в какой-то момент Айгуль поняла, что больше не может молчать. Толчком стал случай, который перевернул ее представление о людях, на которых она работала. Зимой 2018 года в одной из горных школ произошла трагедия. 10-летний мальчик получил обморожение, потому что в классе не работало отопление, а учительница не заметила, что ребенок посинел от холода. Мальчика спасли, но ему ампутировали 3 пальца на ноге. Когда Айгуль увидела эту новость по телевизору, она вспомнила, что буквально неделю назад оформляла перевод на $100 000 для покупки автомобиля «Токолки» своего начальника. $100 000. Этого хватило бы, чтобы установить новую систему отопления в 20 школах. Вместо этого деньги ушли на очередную игрушку для женщины, у которой уже было 3 машины. Именно тогда Айгуль приняла решение стать информатором. Она начала тайно копировать документы, записывать разговоры, фотографировать банковские выписки. Риск был колоссальный. Если бы ее раскрыли, последствия были бы катастрофическими. Но Айгуль больше не могла жить с этим грузом на совести. Информация, которую предоставила Айгуль, стала основой для того самого секретного досье, которое потом исчезло из сейфа Генеральной прокуратуры. В нем были не просто цифры и банковские выписки. Там были истории конкретных людей, чьи жизни были разрушены коррупцией. История учительницы из села Актерек, которая 3 года не получала зарплату вовремя, потому что деньги из бюджета уходили на фиктивные контракты, а в итоге покончила с собой, оставив записку, где писала, что больше не может смотреть в глаза своим детям, которых нечем кормить. История фермера, который пытался получить государственный грант на развитие хозяйства, но его заявку отклонили, потому что все гранты уже были распределены между фирмами-однодневками, принадлежащими родственникам чиновников. История врача, который работал в районной больнице и видел, как дети умирают от болезней, которые можно было вылечить, если бы были деньги на современное оборудование и лекарства. Но эти деньги уходили на виллы и яхты людей, которые никогда не переступали порог этой больницы. Каждая страница досье была пропитана болью и несправедливостью, и исследователи понимали, что если эта информация станет достоянием общественности, последствия будут непредсказуемыми. Но они также понимали, что молчать больше нельзя, что система дошла до точки, когда коррупция перестала быть просто кражей денег и превратилась в убийство. Медленное, растянутое во времени, но убийство. Потому что каждый украденный миллион — это чья-то несостоявшаяся жизнь, чьё-то здоровье, чьё-то будущее. Но досье исчезло, и вместе с ним исчезла надежда на справедливость для тысяч людей, которые верили, что правда восторжествует. Как это произошло? Кто имел доступ к сейфу Генеральной прокуратуры?
Почему охранные камеры в тот день случайно не работали? И самое главное, куда делись два ключевых свидетеля, которые должны были дать показания на закрытом заседании суда? Эти вопросы остаются без ответа до сих пор. Официальная версия гласит, что досье было изъято для дополнительной проверки и передано в специальную комиссию. Но никто не видел ни этой комиссии, ни результатов ее работы. Неофициальные источники в правоохранительных органах шепчутся о том, что кто-то очень влиятельный сделал один телефонный звонок, и все расследование было свернуто в течение суток. Айгуль, женщина, которая рисковала всем ради правды, была вынуждена покинуть страну. Перед отъездом она дала одно интервью независимому журналисту, где сказала фразу, которая стала символом всей этой истории. «Я думала, что живу в стране, где законы работают. Оказалось, я жила в стране, где работают только связи и деньги. Много денег». Сегодня, спустя годы после тех событий, токолки продолжают публиковать фотографии своей роскошной жизни в социальных сетях. Некоторые из них стали даже более осторожными, закрыли свои аккаунты или перестали выкладывать откровенно провокационный контент. Но суть не изменилась. Система, которая позволяет превращать государственные деньги в личные состояния, продолжает работать. Дети в горных селах по-прежнему мерзнут на уроках, учителя получают нищенские зарплаты, больницы задыхаются от нехватки финансирования. А где-то в Дубае или Анталии очередная токолка выбирает между двумя виллами, не зная, какую купить, потому что обе такие красивые. Вопрос, который должен задать себе каждый, кто смотрит это видео — как долго это может продолжаться? Когда терпение народа лопнет окончательно? И что произойдет в тот день, когда люди решат, что больше не будут молчать и смиряться с тем, что их обворовывают на глазах, прикрываясь красивыми словами о развитии и процветании? История знает много примеров, когда элита, оторвавшаяся от реальности и утратившая чувство меры, расплачивалась за свою жадность и цинизм. Неужели нынешние герои нашего рассказа думают, что с ними будет иначе? Для первого раза в 35 лет человек, который отвечал за личную безопасность одного из самых влиятельных министров Кыргызстана, согласился говорить перед камерой. Его руки до сих пор дрожат, когда он вспоминает последние недели перед тем, как вся система начала рушиться. «Я видел вещи, о которых обычные люди даже не подозревают», — говорит он, и в его голосе слышится смесь страха и облегчения от того, что наконец-то можно выговориться. Что именно знает этот человек, чего не знаем мы? Какие секреты он хранил десятилетиями, боясь, что одно неосторожное слово будет стоить ему жизни? Сегодня вечером трое бывших сотрудников службы безопасности высокопоставленных чиновников впервые рассказывают о том, что происходило за закрытыми дверями элитных резиденций, о разговорах, которые велись шепотом в бронированных автомобилях, о чемоданах с наличными, которые привозились под покровом ночи, и о женщинах, которые знали слишком много и поэтому должны были молчать любой ценой. Эти откровения изменят все, что вы думали о системе коррупции в стране, потому что реальность оказалась гораздо страшнее и циничнее, чем можно было представить. Человек, которого мы назовем Бакыт, работал в охране министра финансов с 2005 по 2014 год. Его задачей было не только обеспечивать физическую безопасность своего подопечного, но и сопровождать его во всех поездках, включая те, которые не фигурировали ни в каких официальных графиках. Именно во время этих тайных визитов Бакыт стал свидетелем того, как на самом деле работает система обогащения элиты через токолок. «Каждый месяц, обычно в последнюю пятницу, мы ехали в частный дом на окраине Бишкека», — рассказывает Бакыт, и его глаза бегают, словно он до сих пор боится, что кто-то подслушивает. В этом доме собирались 5-6 человек, все высокопоставленные чиновники из разных министерств и ведомств. Встречи длились не больше часа, никаких протоколов не велось. Телефоны оставались в машинах, чтобы исключить любую возможность прослушки. Бакыт и другие охранники оставались снаружи. Но иногда, когда кто-то из участников встречи выходил покурить или принять звонок, до них доносились обрывки разговоров. Именно из этих обрывков складывалась картина того, что обсуждалось внутри. Речь шла о распределении контрактов, о том, какие компании получат доступ к государственным тендерам, о процентах, которые каждый участник получит от сделки, и о том, как эти деньги будут выведены за границу
и обналичены. Но самое интересное начиналось после официальной части встречи, когда к дому подъезжали машины с женщинами. Эти женщины не были случайными спутницами. Каждая из них была тщательно отобрана и проверена. Каждая подписывала документ о неразглашении, хотя юридической силы такой документ не имел. Это была скорее психологическая мера, способ показать, что любая утечка информации будет иметь серьезные последствия. Токолки приезжали не для развлечения, как можно было бы подумать, а для деловых переговоров. Да, именно так, для деловых переговоров, потому что именно на их имена оформлялась недвижимость, именно они открывали счета в зарубежных банках, именно через их руки проходили миллионы долларов. Они были не просто любовницами, они были частью схемы, объясняет Бакыт, и в его словах нет ни капли осуждения, только констатация факта. Чиновники понимали, что оформлять активы на свое имя или на имена жен слишком рискованно. Жены могли подать на развод и потребовать раздела имущества. Могли начать шантажировать, могли в конце концов просто проболтаться подругам. Токолки же были идеальным решением. Они зависели от своих покровителей полностью. У них не было никаких прав, кроме тех, что им давали. И они прекрасно понимали, что стоит им открыть рот, и их роскошная жизнь закончится в одночасье, а, возможно, закончится и сама жизнь, потому что люди, с которыми они имели дело, не привыкли оставлять свидетелей. Одна из таких женщин, которую мы назовем Жанар, согласилась поговорить с нами при условии полной анонимности. Ее лицо скрыто, голос изменен, но история, которую она рассказывает, настолько детальна и последовательна, что не оставляет сомнений в ее правдивости. Жанар познакомилась со своим будущим покровителем в 2010 году, когда ей было 23 года. Она работала администратором в элитном фитнес-клубе, куда ходили жены и дочери богатых людей. Однажды к ней подошла женщина средних лет, хорошо одетая, с дорогими украшениями, и предложила подработку — сопровождать ее на деловых ужинах в качестве переводчика, хотя Жанар не знала никаких языков, кроме русского и киргизского. «Я сразу поняла, что это не про переводы», — говорит Жанар, и в ее голосе слышится горечь. Но предложенная сумма — $1000 за один вечер — была слишком заманчивой для девушки, которая зарабатывала $300 в месяц. Первый ужин прошел в дорогом ресторане, где Жанар просто сидела рядом с мужчиной лет 50, улыбалась и поддерживала легкую беседу. В конце вечера ей вручили конверт с деньгами и сказали, что если она заинтересована в продолжении сотрудничества, то через неделю ей позвонят. Позвонили через 3 дня. Следующая встреча была уже не в ресторане, а в частной резиденции, где Жанар впервые увидела масштабы богатства, которым обладали эти люди. Дом был обставлен так, словно его владелец хотел воссоздать европейский дворец. Мраморные полы, хрустальные люстры, картины в золочёных рамах, мебель, которая явно стоила больше, чем квартира в центре Бишкека. Хозяин дома, тот самый мужчина с первого ужина, объяснил Жанар суть предложения. Она будет получать $5000 в месяц, квартиру в новом жилом комплексе и машину. А взамен должна будет быть доступной для встреч в любое время, не задавать лишних вопросов и, самое главное, оформить на свое имя несколько объектов недвижимости за границей. Он сказал, что это чисто формальность, что я буду числиться владелицей, но реально распоряжаться этим имуществом не смогу, вспоминает Жанар. Она согласилась, потому что $5000 в месяц — это сумма, о которой она не могла даже мечтать, работая администратором. Но очень скоро она поняла, что попала в ловушку, из которой выбраться будет не так просто. Первые полгода все шло гладко. Жанар получала деньги, жила в красивой квартире, ездила на новенькой машине, покупала дорогую одежду и косметику. Ее покровитель был внимателен и щедр, дарил украшения, возил на курорты, представлял своим друзьям как успешную бизнес-леди. Жанар даже начала верить в эту легенду. Публиковала фотографии в социальных сетях, где позировала на фоне моря или в дорогих бутиках, и получала сотни лайков и комментариев от подруг, которые завидовали ее успеху. Но потом начались странности. Ее попросили открыть счет в банке Дубая и предоставить все данные для доступа к нему. Потом попросили подписать документы на покупку виллы в Турции, хотя Жанар никогда не видела эту виллу и не понимала, зачем она ей нужна. Когда она попыталась задать вопросы, ее покровитель стал холоден
и жестко объяснил, что она получает деньги не за то, чтобы думать, а за то, чтобы делать то, что ей говорят. Именно тогда же она осознала, что она не партнер и не любовница, а инструмент, который используют для отмывания денег, и что если что-то пойдет не так, отвечать придется именно ей, потому что все активы оформлены на ее имя. Переломный момент наступил, когда Жанар случайно услышала разговор своего покровителя с кем-то по телефону. Он говорил о том, что нужно зачистить следы и избавиться от лишних звеньев. И хотя он не называл имен, Жанар поняла, что речь идет о таких же, как она, девушках, которые знают слишком много. Страх парализовал ее. Она начала искать способ выбраться из этой ситуации, но быстро поняла, что это не так просто. Все ее документы, паспорт, свидетельство о собственности, банковские карты хранились в сейфе у покровителя, якобы для безопасности. У нее не было доступа к деньгам на счетах, которые были оформлены на ее имя, потому что все пароли и коды знал только он. Она была заложницей золотой клетки, и единственный способ выбраться — это бежать, бросив все и начав жизнь с нуля. Именно это же она сделала. Однажды ночью, когда ее покровитель уехал в командировку, она собрала только самое необходимое, взяла немного наличных, которые удалось спрятать, и уехала к родственникам в отдаленное село, где ее никто не стал бы искать. Первые несколько месяцев она жила в постоянном страхе. Вздрагивала от каждого стука в дверь, боялась выходить на улицу. Но постепенно страх отступил, и Жанар начала новую жизнь. Скромную, без роскоши, но свободную. История Жанар не исключение, а скорее правило. Десятки, если не сотни женщин прошли через эту систему, и большинство из них до сих пор находятся в ней, потому что выбраться так же сложно, как и попасть легко. Но есть и те, кто не смог или не захотел выбраться вовремя, и их судьбы сложились трагически. Одна из таких историй — история девушки по имени Алтынай, которая исчезла в 2016 году при загадочных обстоятельствах. Алтынай была токолкой высокопоставленного чиновника из Министерства экономики, и, по словам ее подруг, она начала шантажировать своего покровителя, угрожая рассказать все журналистам, если он не переоформит на нее виллу в Испании, которая формально принадлежала ей, но фактически контролировалась им. Чиновник сначала пытался уговорить ее, потом предлагал деньги, но Алтынай была непреклонна. Она хотела именно эту виллу, потому что планировала уехать из страны и начать новую жизнь в Европе. Через неделю после последнего разговора Алтынай пропала. Ее телефон был выключен, квартира пуста, машина стояла во дворе. Подруги обратились в полицию, но расследование зашло в тупик. Никаких следов, никаких свидетелей, никаких зацепок. Официально Алтынай числится в розыске до сих пор, но те, кто знал о ее конфликте с покровителем, не сомневаются в том, что она мертва и что ее тело никогда не найдут. Эти истории показывают, что система токолок — это не просто коррупция и воровство. Это еще и насилие, и угрозы, и страх, который держит людей в повиновении. Женщины, которые соглашаются стать частью этой системы, часто не понимают, на что идут. Их ослепляет блеск денег и обещание красивой жизни. Но когда они осознают реальную цену этой жизни, бывает уже поздно. Они становятся заложницами, марионетками в руках людей, для которых человеческая жизнь не имеет никакой ценности, если она мешает их планам. И самое страшное, что эта система продолжает работать, потому что всегда найдутся новые девушки, готовые поверить в сказку о легких деньгах. И всегда найдутся новые чиновники, готовые использовать их для своих целей. Вопрос в том, сколько еще жизней будет сломано, прежде чем общество скажет «хватит» и потребует реальных изменений, а не красивых слов о борьбе с коррупцией. Сколько еще девушек должны исчезнуть, прежде чем правоохранительные органы начнут реально расследовать эти дела, а не закрывать их по звонку сверху? И готовы ли мы, обычные граждане, продолжать молчать, видя, как наши дети мёрзнут в школах, пока токолки чиновников греются на пляжах Дубая? Медицинские документы, которые не должны были покинуть стен частной клиники, рассказывают историю, которая объясняет многое из того, что происходило в последние годы правления одного из самых влиятельных министров Кыргызстана. В архиве клиники, расположенной в элитном районе Бишкека, хранятся записи о регулярных визитах высокопоставленного пациента, чье имя зашифровано кодом «пациент номер 7».
Врачи клиники подписывали соглашение о неразглашении, получая за молчание суммы в 10 раз превышающие их обычный гонорар. Но один из медсестер, работавший в клинике с 2012 по 2018 год, решил нарушить обет молчания, потому что, как он говорит, некоторые вещи слишком важны, чтобы их скрывать. Что именно скрывали эти медицинские записи? Какой диагноз был поставлен пациенту номер 7? И почему этот диагноз держали в тайне даже от ближайшего окружения? Сегодня мы впервые публикуем информацию, которая проливает свет на то, почему в последние 3 года своего пребывания в должности министр принимал решения, которые казались иррациональными даже его соратникам. Почему он становился все более параноидальным и подозрительным? И почему его поведение менялось от эйфории до глубокой депрессии буквально за несколько часов? Медсестер, которого мы назовем Эрлан, начал работать в частной клинике сразу после окончания медицинского колледжа. Клиника специализировалась на лечении VIP-пациентов, бизнесменов, политиков, иностранных дипломатов, людей, которые могли позволить себе платить за конфиденциальность и высочайший уровень сервиса. Эрлан был одним из младших сотрудников. Его задачей было подготавливать процедурные кабинеты, ассистировать врачам и следить за тем, чтобы все медикаменты были в наличии. Первый раз он увидел пациента номер 7 в марте 2013 года, когда того привезли на машине с затемненными стеклами через служебный вход, чтобы избежать встречи с другими посетителями клиники. Я сразу понял, что это кто-то очень важный, потому что главный врач лично встречал его и проводил в отдельный кабинет, куда обычному персоналу вход был запрещен, рассказывает Эрлан. Но через несколько месяцев, когда визиты стали регулярными, раз в 2 недели, а потом и еженедельно, Эрлану поручили ассистировать при процедурах, и именно тогда он узнал, что происходит за закрытыми дверями. Пациент номер 7 страдал от хронического заболевания, которое требовало постоянного медикаментозного контроля. Эрлан не называет точный диагноз, ссылаясь на врачебную этику, но говорит, что это было состояние, которое влияло на психику и эмоциональное состояние пациента. Ему назначали сильнодействующие препараты, которые должны были стабилизировать настроение и снижать уровень тревожности. Но проблема заключалась в том, что пациент не всегда следовал предписаниям врачей. Иногда он пропускал прием лекарств, иногда, наоборот, принимал двойную дозу, если чувствовал, что стресс становится невыносимым. Это приводило к резким перепадам настроения, к приступам паранойи, когда он начинал подозревать всех вокруг в заговоре против него, и к периодам эйфории, когда он принимал импульсивные решения, не думая о последствиях. Врачи пытались объяснить ему опасность такого поведения, но пациент номер 7 был человеком, привыкшим контролировать все вокруг, и мысль о том, что его собственное тело и разум выходят из-под контроля, была для него невыносима. Поэтому он предпочитал скрывать свое состояние даже от самых близких людей, опасаясь, что любая утечка информации будет использована против него его политическими противниками. Эрлан вспоминает один случай, который особенно врезался ему в память. Это было летом 2016 года, когда пациент номер 7 пришел на прием в состоянии крайнего возбуждения. Он говорил быстро, перескакивал с темы на тему, его руки дрожали, а глаза были налиты кровью, словно он не спал несколько дней подряд. Главный врач попытался успокоить его, предложил сделать инъекцию седативного препарата, но пациент отказался, сказав, что у него важная встреча через час, и он должен быть в форме. Вместо этого он потребовал дать ему стимулятор, что-то, что поможет ему сосредоточиться и продержаться до конца дня. Врач пытался отговорить его, объясняя, что сочетание стимуляторов с теми препаратами, которые он уже принимает, может быть опасным, но пациент номер 7 был непреклонен. В конце концов, врач уступил, сделал инъекцию, и пациент уехал. На следующий день Эрлан узнал из новостей, что в тот вечер на закрытом совещании в правительстве произошел скандал. Один из министров устроил истерику, обвинил коллег в предательстве и потребовал немедленной отставки нескольких высокопоставленных чиновников. Эрлан не мог доказать, но был уверен, что этим министром был их пациент номер 7. И что его поведение было прямым следствием того коктейля из лекарств, который он принял в тот день. Но самое страшное началось в 2017 году, когда состояние пациента начало стремительно ухудшаться. Визиты в клинику стали чаще, дозы препаратов увеличивались, но эффект был все менее заметен. «Он выглядел как человек, который находится на грани срыва», — говорит Эрлан.
и в его голосе слышится сочувствие, несмотря на все то, что он знает о коррупции и преступлениях этого человека. Врачи настаивали на госпитализации, на полном обследовании и пересмотре схемы лечения. Но пациент категорически отказывался, потому что госпитализация означала бы публичность, а публичность означала бы конец его карьеры. Он предпочитал рисковать здоровьем и даже жизнью, лишь бы сохранить свою тайну. И эта тайна действительно была сохранена. До самого конца никто из его окружения, кроме самых доверенных людей, не знал о его болезни. Но цена этой секретности была высока. Решения, которые он принимал в последние годы, часто были продиктованы не логикой и расчетом, а страхом, паранойей и химическим дисбалансом в его мозгу. Эрлан покинул клинику в 2018 году, не выдержав морального давления. «Я понимал, что участвую в чем то неправильном», — объясняет он. Он видел, как человек, принимающий решения, влияющие на жизни миллионов людей, находится в состоянии, когда не может адекватно оценивать реальность. И никто не останавливает его, потому что все боятся потерять свои должности и привилегии. Он видел, как врачи, которые должны были в первую очередь заботиться о здоровье пациента, превращались в соучастников преступления, выписывая рецепты на препараты, которые только усугубляли ситуацию, но приносили клинике огромные деньги. И он понял, что больше не может быть частью этой системы. После увольнения Эрлан несколько лет молчал, боясь последствий, но когда увидел, что система продолжает работать, что новые чиновники приходят на смену старым и повторяют те же ошибки, он решил, что должен рассказать правду, даже если это будет стоить ему карьеры в медицине. Информация, которую предоставил Эрлан, объясняет многие странности в поведении высокопоставленных чиновников, которые наблюдатели списывали на эксцентричность или жажду власти. На самом деле за этими странностями часто стояли медицинские проблемы, которые тщательно скрывались от общественности. И это не единичный случай. По словам Эрлана, в клинике лечились несколько особых пациентов, каждый из которых занимал высокий пост в правительстве или бизнесе, и каждый из которых имел проблемы со здоровьем, о которых не знал никто, кроме узкого круга врачей и помощников. Эта система секретности создавала ситуацию, когда люди, не способные адекватно выполнять свои обязанности из-за болезни, продолжали занимать ключевые посты, принимать решения, распоряжаться бюджетами, и никто не мог их остановить, потому что правда об их состоянии была надежно спрятана за стенами частных клиник и соглашениями о неразглашении. Вопрос, который возникает после этих откровений: сколько еще таких пациентов сидят сегодня в министерских креслах? Сколько решений, влияющих на нашу жизнь, принимаются людьми, чей разум затуманен болезнью и лекарствами? И есть ли вообще механизм, который мог бы выявить таких людей и отстранить их от власти, прежде чем их действия приведут к катастрофе? За 3 недели до того, как разразился скандал с исчезнувшим досье, в Бишкек прилетел человек, о визите которого не было ни одного упоминания в официальных протоколах. Самолет приземлился поздно вечером на военном аэродроме, минуя гражданский терминал и таможенный контроль. Пассажир был встречен 2 машинами без номеров и доставлен в частную резиденцию на окраине города, где его ждал хозяин, тот самый министр, чья токолка выкладывала фотографии из Дубая, пока дети мерзли в школах. Встреча длилась чуть больше часа, и когда загадочный гость уезжал, охранники заметили, что министр вышел проводить его до машины, что было крайне необычно для человека, привыкшего, чтобы ему прислуживали. Более того, лицо министра было бледным, а руки дрожали, когда он закуривал сигарету, хотя все знали, что он бросил курить 5 лет назад. Кто был этот человек, прилетевший под покровом ночи? Что он сказал министру, что тот вышел из себя и впервые за много лет нарушил собственное правило не курить? Был ли это эмиссар из Москвы, представитель западных спецслужб или кто-то еще более могущественный? Человек из теневого мира, где решаются судьбы не только отдельных чиновников, но и целых стран. Сегодня мы попытаемся реконструировать ту встречу на основе показаний людей, которые были рядом, и понять, что именно было сказано в тот вечер, что изменило все. Один из охранников, дежуривших в ту ночь, человек, которого мы назовем Тимир, до сих пор помнит каждую деталь того вечера. Обычно, когда приезжали гости, даже очень важные, атмосфера была расслабленной, почти праздничной, рассказывает он.
Но в тот вечер все было иначе. Министр лично проверил, чтобы в доме не было никого, кроме самых доверенных людей. Приказал отключить все камеры наблюдения, даже те, что были установлены для его собственной безопасности, и распорядился, чтобы охрана держалась на максимальном расстоянии от дома. Тимир и его коллеги заняли позицию у ворот, почти в 100 метрах от входа, и им было строго запрещено приближаться, даже если они услышат что-то подозрительное. Когда приехал гость, Тимир успел разглядеть его только мельком. Мужчина лет 60, среднего роста, в дорогом, но неброском костюме, с лицом, которое не выражало никаких эмоций. Он не поздоровался с охраной, не кивнул, даже не посмотрел в их сторону. Просто прошел в дом, как будто они были частью мебели. «У меня было ощущение, что этот человек привык к тому, что его боятся», — говорит Тимир, и в его словах нет преувеличения. Час, который гость провел в доме, показался охранникам вечностью. Они стояли на своих постах, напряженные и настороженные, хотя не понимали, чего именно опасаются. Из дома не доносилось ни звука, ни голосов, ни музыки, ничего. Эта тишина была зловещей, потому что обычно в резиденции всегда что-то происходило. Играла музыка, слышались голоса, смех. Но в тот вечер было так тихо, словно дом вымер. Когда гость наконец вышел, Тимир заметил, что министр проводил его до машины, и это было настолько необычно, что все охранники приглянулись. Министр никогда, ни при каких обстоятельствах не провожал гостей лично. Это было ниже его достоинства. Но в тот вечер он не только проводил гостя, но и открыл ему дверь машины, что было совершенно немыслимо. Когда машина уехала, министр остался стоять у ворот, глядя ей вслед. И Тимир видел, как он достал из кармана пачку сигарет и закурил. Руки у него дрожали так сильно, что он несколько раз промахивался, пытаясь поднести зажигалку к сигарете. На следующий день в резиденции началась лихорадочная активность. Министр вызвал всех своих ближайших помощников. Встречи шли одна за другой, телефон не умолкал ни на минуту. Тимир и другие охранники не знали, что происходит, но чувствовали, что что-то изменилось, что атмосфера стала напряженной и тревожной. Через несколько дней они узнали, что министр приказал срочно вывести часть активов из страны, переоформить недвижимость на новых людей и закрыть несколько банковских счетов. Это выглядело как подготовка к бегству, как будто кто-то предупредил его о надвигающейся опасности. И действительно, ровно через 2 недели после той загадочной встречи началась проверка его министерства, которая быстро переросла в полномасштабное расследование. Совпадение? Тимир в это не верит. Он уверен, что тот ночной гость был человеком, который пришел предупредить министра. Время вышло, игра окончена. Пора сворачивать лавочку и готовиться к последствиям. Но кто мог быть этот человек? Версий несколько, и каждая из них по-своему правдоподобна. Первая версия. Это был представитель российских спецслужб, который традиционно имеет сильное влияние в Центральной Азии и держит руку на пульсе всех значимых политических процессов в регионе. Возможно, министр переступил какую-то невидимую черту, начал действовать слишком самостоятельно, забыл согласовать какие-то важные решения с Москвой, и ему прислали напоминание о том, кто здесь настоящий хозяин. Вторая версия. Это был эмиссар от группы местных олигархов, которые почувствовали, что министр становится слишком жадным и начинает угрожать их интересам. В мире большого бизнеса и политики существуют негласные правила дележа пирога, и если кто-то начинает хватать больше, чем ему положено, остальные участники игры принимают меры. Третья версия, самая зловещая. Это был человек из международной организации, которая занимается отмыванием денег и контролирует финансовые потоки в нескольких странах постсоветского пространства. Такие организации не любят, когда их клиенты привлекают к себе слишком много внимания, потому что это создает риски для всей системы. Возможно, министр своими действиями, своей показной роскошью и роскошью своих токолок привлек внимание международных следственных органов, и ему дали понять, что пора остановиться, пока не поздно. Какая из этих версий верна, мы, возможно, никогда не узнаем. Но факт остается фактом. После той встречи поведение министра изменилось кардинально. Он стал осторожнее, перестал появляться на публике, сократил круг общения до минимума. Его токолки получили указание закрыть свои аккаунты в социальных сетях или хотя бы перестать выкладывать провокационный контент. Сделки по недвижимости были заморожены, часть активов срочно продана,
Деньги выведены в офшоры, где их было труднее отследить. Все это выглядело как действие человека, который знает, что за ним наблюдают. Что его время на свободе ограничено, и он пытается спасти хотя бы часть награбленного, прежде чем придется отвечать за свои преступления. Но самое интересное, что несмотря на все эти меры предосторожности, несмотря на то, что министр явно был предупрежден и имел время подготовиться, расследование все равно началось. Досье все равно было собрано. И только чудо, или скорее вмешательство еще более влиятельных сил, спасло его от ареста и суда. Эта история показывает, что мир, в котором живут эти люди, это мир, где правят не законы, а связи и деньги, где предупреждение о надвигающейся опасности можно получить за несколько недель до того, как она материализуется, где всегда есть возможность договориться, откупиться, скрыться. Обычные граждане живут в другом мире, где законы работают жестко и беспощадно, где за малейшее нарушение следует наказание, где нет второго шанса и нет влиятельных друзей, которые могут позвонить и решить проблему. Эти два мира существуют параллельно, почти не пересекаясь. И люди из одного мира редко понимают, как живут люди из другого. Но иногда, в моменты, подобные тому, что мы описали, завеса приподнимается, и мы получаем возможность заглянуть в тот мир, где решаются наши судьбы, где делятся наши деньги, где определяется, будут ли наши дети учиться в теплых школах или мерзнуть на уроках, пока чьи-то токолки покупают шубы за 80 тысяч евро. Вопрос в том, что мы будем делать с этим знанием. Продолжим ли молчать и смиряться, или найдем себе силы потребовать изменений, настоящих, а не декоративных? И готовы ли мы к тому, что борьба за справедливость может быть долгой, трудной и опасной? Потому что те, против кого мы боремся, не собираются сдаваться без боя. Представьте себе, что вы один из 12 человек, которые знали абсолютно все о министре. Каждую тайную встречу, каждый перевод миллионов через офшорные счета, каждое имя токолки, на которую оформлена недвижимость, каждый туннель под резиденцией, ведущий к запасным выходам на случай внезапного ареста. Теперь представьте, что однажды утром вы понимаете, система, которая казалась вечной и нерушимой, начинает трещать по швам. И очень скоро вам придется сделать выбор. Остаться верным человеку, который платил вам огромные деньги за молчание, или спасти собственную шкуру, пока не поздно. Именно в такой ситуации оказались люди из ближайшего окружения министра весной 2019 года, когда стало ясно, что расследование, которое они считали очередной показухой, на этот раз зашло слишком далеко, и остановить его будет непросто. Эти 12 человек составляли то, что в кулуарах называли «внутренним кругом». Они не просто работали на министра, они были его глазами, ушами и руками. Они знали такие подробности его жизни и бизнеса, что одно их свидетельство могло отправить его за решетку на 20 лет. Но они также знали, что если хоть один из них заговорит, остальные окажутся под угрозой, потому что в этой игре не было правил, кроме одного — предатель не доживает до суда. Что заставило некоторых из них все таки нарушить закон молчания? Какие события произошли в те весенние месяцы, что люди, годами хранившие секреты, вдруг решили, что пришло время говорить? И самое главное, кто из этих 12 оказался тем самым человеком, чье предательство запустило цепную реакцию, которая чуть не разрушила всю систему? Человек, которого мы назовем Азамат, был одним из тех 12, и его история объясняет многое о том, как работала эта система изнутри и почему она в конечном итоге начала разваливаться. Азамат пришел в команду министра в 2011 году, когда ему было 32 года. И он был молодым, амбициозным юристом, мечтавшим о большой карьере. Его взяли на должность помощника по правовым вопросам, но очень быстро стало ясно, что его настоящая работа заключается совсем в другом. Он должен был оформлять документы на покупку недвижимости через подставных лиц, составлять договоры, которые выглядели легально, но на самом деле служили для отмывания денег, и находить юридические лазейки, позволяющие выводить бюджетные средства в частные карманы. Первые несколько лет Азамат выполнял свою работу без особых угрызений совести. Деньги были хорошие, очень хорошие. В 35 лет он уже владел квартирой в элитном районе Бишкека и машиной, о которой раньше мог только мечтать. Он убеждал себя, что просто делает свою работу, что он не ворует сам,
а только помогает другим делать это юридически грамотно. И что если не он, то кто-то другой будет делать то же самое. Классическая логика человека, который продал совесть, но пытается сохранить иллюзию, что он все еще порядочный человек. Переломный момент наступил зимой 2017 года, когда Азамату поручили оформить сделку по покупке виллы в Турции на имя одной из таколок министра. Сделка была стандартной, таких он провел уже десятки. Но на этот раз что-то пошло не так. Турецкая сторона потребовала дополнительные документы, подтверждающие источник средств, потому что сумма была слишком большой — $3 миллиона наличными. И турецкие банки, опасаясь проблем с международными регуляторами, начали задавать неудобные вопросы. Азамату пришлось срочно фабриковать документы, создавать фиктивные компании, придумывать легенду о том, откуда у молодой девушки, которая официально работала продавцом косметики, взялись такие деньги. Он работал 3 дня почти без сна, и когда, наконец, все документы были готовы и сделка прошла, он почувствовал не облегчение, а отвращение к самому себе. Впервые за все годы работы он осознал, что перешел черту, за которой уже нет возврата, что он не просто помощник, а соучастник преступления, и что если система рухнет, он окажется на скамье подсудимых вместе со всеми остальными. Эта мысль не давала ему покоя. Он начал плохо спать, появились панические атаки, и однажды ночью, когда он не мог заснуть в очередной раз, он принял решение. Нужно искать выход, пока не поздно. Но выйти из внутреннего круга было не так просто, как войти. Азамат понимал, что если он просто уволится, это вызовет подозрение. Его начнут проверять, выяснять, не собирается ли он кому-то рассказать о том, что знает. Поэтому он решил действовать осторожно. Сначала начал постепенно дистанцироваться, ссылаясь на проблемы со здоровьем, брал больничные, пропускал встречи, делал вид, что его работоспособность снижается. Параллельно он начал тайно копировать документы, которые проходили через его руки, сохранять переписку, записывать разговоры. Он не знал точно, зачем ему это нужно, но интуиция подсказывала, что эти материалы могут когда-нибудь спасти ему жизнь или, по крайней мере, дать козырь в переговорах, если ситуация станет критической. И он оказался прав. Весной 2019 года, когда началось расследование, и стало ясно, что на этот раз все серьезно, к Азамату пришли люди из финансовой полиции и предложили сделку. Полное сотрудничество в обмен на иммунитет от преследования. Азамат согласился, не раздумывая, потому что понимал, это его единственный шанс выбраться из этой истории живым и на свободе. Информация, которую предоставил Азамат, стала основой для той части досье, которая касалась схем отмывания денег через недвижимость. Он рассказал следователям все: как работала система подставных лиц, какие компании использовались для проведения сделок, где хранились оригиналы документов, какие банки были в сговоре и закрывали глаза на подозрительные транзакции. Он назвал имена всех таколок, на которых была оформлена недвижимость. Указал адреса вилл и квартир в Турции, Дубае, Испании, даже в Лондоне. Он предоставил копии банковских выписок, показывающих движение миллионов долларов через цепочки офшорных компаний. Одним словом, он выложил все карты на стол, и следователи были в восторге, потому что такого объема доказательств у них еще никогда не было. Но Азамат понимал, что его предательство не останется незамеченным, что очень скоро об этом узнают в внутреннем круге, и тогда его жизнь окажется под угрозой. Поэтому он попросил следователей обеспечить ему защиту, и его вместе с семьей поместили в безопасное место, где он находился под круглосуточной охраной, до тех пор, пока не стало ясно, что расследование свернуто и угроза миновала. Но Азамат был не единственным, кто решил заговорить. Еще двое из внутреннего круга, финансовый консультант и бывший сотрудник службы безопасности, также дали показания, хотя и не так подробные, как Азамат. Их мотивы были разными. Один испугался, что его сделают крайним и повесят на него все грехи. Другой просто устал от постоянного стресса и решил, что лучше сесть на несколько лет по сделке со следствием, чем всю оставшуюся жизнь оглядываться через плечо, боясь, что его найдут и заставят замолчать навсегда. Их показания дополнили картину, нарисованную Азаматом, и следователи получили практически полное досье на министра и всю его систему. Казалось, что на этот раз справедливость восторжествует, что преступники понесут наказание,
а украденные деньги будут возвращены государству. Но, как мы уже знаем, этого не произошло. Досье исчезло, свидетели были вынуждены покинуть страну, расследование свернули. Почему? Кто обладал достаточной властью, чтобы остановить процесс, который уже набрал такую силу? И самое главное, кто из оставшихся 9 членов внутреннего круга, тех, кто не стал давать показания, сыграл ключевую роль в том, чтобы похоронить это дело? В подвалах и технических помещениях под главной резиденцией министра существовала целая сеть коммуникаций, о которой не знали даже архитекторы, официально проектировавшие здание. Эти туннели и бункеры строились тайно, в ночное время, силами специальной бригады рабочих, которых привозили из отдаленных регионов, и которые после завершения работ получали щедрую оплату и строгое предупреждение. Ни слова никому, иначе последствия будут катастрофическими. Часть этих подземных сооружений была оборудована как бомбоубежище. Запасы воды и продовольствия на несколько месяцев, автономные системы вентиляции и электроснабжения, спутниковая связь, защищенная от прослушивания. Но были и другие помещения, назначение которых было куда более зловещим. Комнаты без окон с усиленной звукоизоляцией, где можно было проводить встречи, о которых не должен был знать никто, где можно было хранить документы и ценности, которые нельзя было доверить даже банковским сейфам, и где, по слухам, происходили вещи, о которых лучше не знать. Кто строил эти туннели и для чего они на самом деле предназначались? Куда вели выходы из этих подземелий, и пользовался ли министр ими в последние дни перед тем, как расследование достигло критической точки? Сегодня мы впервые публикуем свидетельства людей, которые имели доступ в эти секретные помещения, и их рассказы заставляют переосмыслить все, что мы знали о масштабах паранойи и предусмотрительности человека, который боялся потерять власть больше, чем смерти. Один из рабочих, участвовавших в строительстве этих подземных сооружений, человек по имени Нурбек, согласился рассказать свою историю при условии, что его лицо не будут показывать и местонахождение не раскроют. Нурбека наняли в 2012 году, когда ему было 45 лет, и он был опытным строителем, специализирующимся на сложных инженерных конструкциях. Работа казалась обычной — укрепление фундамента старого здания, расширение подвальных помещений для технических нужд. Но очень скоро Нурбек понял, что это не обычный ремонт. Во-первых, все чертежи были засекречены, их показывали только бригадиру, и то частями, чтобы никто не видел полной картины. Во-вторых, работы велись исключительно ночью, с полуночи до 5 утра, когда на улицах было меньше всего людей и меньше шансов, что кто-то заметит грузовики с материалами и строительной техникой. В-третьих, всех рабочих каждый вечер перед началом смены проверяли на наличие телефонов и любых записывающих устройств, а после окончания работы заставляли подписывать бумаги о неразглашении, угрожая серьезными последствиями в случае нарушения. Нурбек проработал на этом объекте 8 месяцев, и за это время он успел увидеть достаточно, чтобы понять, то, что они строят, не имеет никакого отношения к обычным техническим помещениям. Главный туннель, который они прокладывали, тянулся от подвала резиденции в сторону соседнего квартала, где находился старый промышленный район с заброшенными складами. Длина туннеля составляла почти 300 метров. Высота позволяла человеку идти в полный рост, а ширина была достаточной, чтобы провести небольшую тележку или даже мотоцикл. Стены туннеля были укреплены бетоном и металлическими балками, пол выложен плиткой, установлено освещение и система вентиляции. Это был не просто аварийный выход. Это был полноценный эвакуационный маршрут, рассчитанный на то, что им придется воспользоваться в экстренной ситуации, когда главный вход в резиденцию будет блокирован. Выход из туннеля находился в подвале одного из заброшенных складов, откуда можно было незаметно выбраться на улицу и скрыться в лабиринте промышленных построек, прежде чем кто-то успеет организовать преследование. Но туннель был не единственным секретом этого подземелья. Нурбек рассказывает, что в процессе работы они оборудовали несколько отдельных помещений, которые явно предназначались не для хранения технического оборудования. Одно из них было обшито звукоизоляционными панелями, в нем установили массивный стальной стол и несколько стульев, а также сейф, вмонтированный прямо в стену. Нурбек не знал, для чего предназначалась эта комната, но у него было стойкое ощущение, что здесь должны были происходить встречи,
о которых никто не должен был узнать. Другое помещение было оборудовано как небольшой архив. Стеллажи из металла, специальные контейнеры для хранения документов, система климат-контроля, чтобы бумаги не отсыревали и не портились. Зачем министру понадобился секретный архив в подземелье, когда в самой резиденции было достаточно места для хранения любых документов? Ответ напрашивается сам собой. В этом архиве хранились бумаги, которые нельзя было держать на виду. Документы, которые в случае обыска или внезапной проверки должны были остаться незамеченными, потому что их обнаружение означало бы конец карьеры, а, возможно, и свободы. Третье помещение, которое строила бригада Нурбека, было самым загадочным. Это была небольшая комната, не больше 15 квадратных метров, с усиленными стенами и дверью, которая запиралась изнутри на несколько мощных засовов. В комнате установили кровать, небольшой столик, стул, умывальник и даже туалет. Запасы консервов, бутилированной воды, медикаментов, автономный источник питания, радиоприемник, спутниковый телефон. Это было убежище, рассчитанное на то, что кто-то может провести здесь несколько дней или даже недель, не выходя наружу. Нурбек не мог не задаться вопросом, от кого министр собирался прятаться в этом бункере? От народного гнева? От правоохранительных органов? От своих же соратников, которые могли решить избавиться от него, когда он станет обузой? Или это была просто крайняя степень паранойи человека, который настолько боялся потерять власть и богатство, что готов был превратить свой дом в крепость с секретными ходами и убежищами на все случаи жизни? Когда строительство было завершено, всех рабочих собрали и еще раз предупредили о необходимости хранить молчание. Каждый получил конверт с суммой, в несколько раз превышающей обычную оплату за такой объем работ, и устное обещание, что если они будут молчать, то через год получат еще одну такую же выплату. Но было и другое обещание, не высказанное вслух, но понятное всем. Если кто-то заговорит, то ни он, ни его семья не будут в безопасности. Нурбек взял деньги, вернулся в свое село и постарался забыть об этой работе. Он не рассказывал даже жене, на что потратил эти 8 месяцев. Просто сказал, что работал на стройке в Бишкеке. Но забыть не получалось. Каждый раз, когда он видел по телевизору министра, выступающего с трибуны, или открывающего очередной социальный объект, Нурбек вспоминал те ночи в подземелье, вспоминал туннель, ведущий в никуда, вспоминал комнату убежища с запасами на случай апокалипсиса. И ему становилось не по себе от мысли, что человек, управляющий судьбами тысяч людей, на самом деле настолько боится за свою жизнь, что строит себе подземную крепость. Использовал ли министр эти туннели и убежища, когда началось расследование? Нурбек не знает наверняка, но слышал от знакомых, которые работали охранниками в той резиденции, что в последние недели перед тем, как досье исчезло, министр несколько раз спускался в подвал и проводил там по несколько часов. Что он там делал? Проверял ли эвакуационные маршруты на случай, если придется бежать? Уничтожал ли компрометирующие документы из секретного архива? Или просто прятался от реальности, от страха, от осознания того, что его империя трещит по швам и скоро может рухнуть? Мы можем только гадать. Но сам факт существования этих подземных сооружений говорит о многом. Он говорит о том, что люди, находящиеся у власти и купающиеся в роскоши, на самом деле живут в постоянном страхе. Они боятся народа, которым управляет. Боятся своих соратников, которые могут предать в любой момент. Боятся правоохранительных органов, которые могут вдруг начать работать по-настоящему, а не для галочки. И этот страх заставляет их строить туннели, прятать деньги в офшорах, держать наготове запасные паспорта и билеты в страны без экстрадиции. Они живут как крысы, готовые в любой момент сбежать с тонущего корабля. И вся их показная уверенность и высокомерие — это всего лишь маска, за которой скрывается животный ужас перед возмездием. Секретные архивы Министерства финансов Кыргызстана хранят документы, которые никогда не должны были увидеть свет. Речь идет не о рутинных бюджетных отчетах или налоговых декларациях, а о папках с грифом «Совершенно секретно», доступ к которым имели только 3 человека в стране: сам министр, его первый заместитель и начальник департамента внутренней безопасности. В этих папках содержались списки реальных владельцев крупнейших компаний, работающих с государственными контрактами, схема распределения откатов между чиновниками разных уровней,
копии банковских выписок, показывающих движение средств через офшорные счета. И самое главное — досье на каждого члена правительства с подробным описанием их теневых активов и компрометирующих связей. Эти документы были страховкой министра финансов, его гарантией того, что никто не посмеет тронуть его, потому что в случае угрозы он мог обнародовать информацию, которая похоронила бы карьеры десятков влиятельных людей. Но в декабре 2018 года, за несколько месяцев до начала громкого расследования, значительная часть этих документов была уничтожена. Кто отдал приказ об уничтожении? Что именно было в тех бумагах, что их нельзя было оставить даже в секретном архиве? И остались ли где-то копии, которые могут всплыть в любой момент и разрушить жизни тех, кто считает себя в безопасности? Человек, который работал в Департаменте внутренней безопасности министерства и имел доступ к этим архивам, согласился рассказать о том, что он видел, при условии строжайшей анонимности. Мы назовем его Талант. Талант пришел на эту должность в 2015 году, после многих лет службы в правоохранительных органах, и его задачей было обеспечивать сохранность секретной информации и контролировать, чтобы никакие документы не попали в чужие руки. Первое, что его поразило, когда он получил доступ к архивам, это масштаб собранной информации. Министерство финансов фактически вело досье на всех значимых фигур в политике и бизнесе страны, и эти досье содержали такие подробности, что любое из них могло стать основой для уголовного дела. Талант понял, что работает не просто в министерстве, а в центре паутины, где сходятся все нити власти и денег, и что информация, которую он охраняет, стоит дороже, чем все золото в национальных резервах. Документы в архиве были систематизированы по нескольким категориям. Первая категория — государственные контракты и откаты. Здесь хранились копии реальных договоров на поставку товаров и услуг для государственных нужд с указанием реальных цен и наценок. Например, контракт на поставку медицинского оборудования для больниц. Официальная цена — $2 миллиона. Реальная стоимость оборудования — $700 тысяч. Разница в $1 300 000 распределялась между чиновниками Министерства здравоохранения, Министерства финансов и компанией-поставщиком. В документах были указаны конкретные суммы, которые получал каждый участник схемы, номера счетов, даты переводов. Это была бомба замедленного действия, потому что если бы эти бумаги попали в руки следствия, десятки людей оказались бы за решеткой. Вторая категория — офшорные активы. Списки недвижимости, принадлежащие высокопоставленным чиновникам и их родственникам, но оформленные на подставных лиц или через офшорные компании. Виллы в Европе, квартиры в Дубае, земельные участки в Турции — все это было тщательно задокументировано с указанием реальных владельцев, дат покупки и источников финансирования. Третья категория — компромат. Здесь хранились материалы, которые можно было использовать для шантажа. Фотографии с любовницами, записи компрометирующих разговоров, информация о незаконных сделках, о связях с криминальными структурами, о тайных пристрастиях и слабостях. Эта категория была самой опасной, потому что она давала власть не только над карьерами, но и над жизнями людей. Талант проработал в департаменте 3 года, и за это время он стал свидетелем того, как эти архивы использовались для манипуляций и давления. Когда кто-то из чиновников начинал вести себя слишком независимо или высказывать неудобное мнение, ему устраивали дружескую беседу, во время которой намекали, что в архивах есть интересные материалы на его счет, и что было бы неплохо, если бы он пересмотрел свою позицию. Обычно этого было достаточно, чтобы человек понял, что лучше не спорить с системой. Но иногда находились упрямцы, которые не хотели подчиняться. И тогда в ход шли более жесткие меры. Информация из досье просачивалась в СМИ, начиналась травля, человека вынуждали уйти в отставку или даже покинуть страну. Талант видел, как рушились карьеры и жизни людей, которые просто хотели работать честно, и это вызывало у него все большее отвращение к системе, частью которой он был. Но он продолжал работать, потому что боялся, что если уйдет, то сам окажется в списке тех, на кого заведут досье. Переломный момент наступил в декабре 2018 года, когда Таланту приказали уничтожить часть документов из архива. Приказ пришел лично от министра, и формулировка была предельно ясной. Отобрать все материалы, касающиеся определенных лиц,
список из 23 имен, включая самого министра, и сжечь их в специальной печи, которая не оставляет следов. Талант понял, что это означает. Кто-то почувствовал опасность, кто-то узнал о готовящемся расследовании и решил зачистить следы. Он выполнил приказ, потому что не выполнить было невозможно. Но перед тем, как сжечь документы, он сделал то, что могло стоить ему жизни. Он тайно отсканировал несколько ключевых страниц из каждого досье и сохранил копии на зашифрованной флешке, которую спрятал в надежном месте. Он не знал, зачем ему это нужно, но интуиция подсказывала, что эти копии могут когда-нибудь спасти ему жизнь или дать возможность восстановить справедливость, если представится шанс. Уничтожение документов заняло 3 дня. Талант работал в одиночку, в закрытом помещении, куда никто не имел доступа. Он загружал папки в печь, смотрел, как бумага превращается в пепел, и чувствовал, что вместе с этими документами сгорает последняя надежда на то, что виновные когда-нибудь понесут наказание. Когда работа была закончена, министр лично проверил, что все сделано правильно, и Талант получил щедрую премию — $50 000 наличными, что было эквивалентно его годовой зарплате. Деньги были платой за молчание, и Талант понял, что теперь он связан с этими людьми еще крепче, потому что принял их деньги и стал соучастником преступления. Но у него была флешка с копиями, и это давало ему хоть какое-то ощущение контроля над ситуацией. Через несколько месяцев, когда началось расследование, и стало ясно, что кто-то все таки слил информацию следствию, Талант понял, что его копии могут быть единственным доказательством того, что документы существовали, и что их уничтожили по приказу сверху. Но он также понимал, что если он попытается использовать эти копии, то подпишет себе смертный приговор, потому что люди, о которых идет речь в этих документах, не остановятся ни перед чем, чтобы заставить его замолчать. Сегодня Талант живет в постоянном страхе. Он сменил место жительства, избегает контактов с бывшими коллегами, не пользуется социальными сетями. Флешка с копиями документов спрятана так, что даже если его найдут и заставят говорить, он не сможет сразу выдать ее местонахождение. Он говорит, что если с ним что-то случится, информация автоматически будет передана нескольким независимым журналистам и правозащитникам, которые смогут обнародовать ее. Это его страховка, его единственная защита от тех, кто хотел бы, чтобы он исчез. Но он также понимает, что эта страховка работает только до тех пор, пока он жив, и что каждый день может стать последним. Вопрос, который он задает себе каждое утро — стоило ли оно того? Стоило ли сохранять эти копии, рискуя жизнью, ради призрачной надежды на то, что когда-нибудь справедливость восторжествует? Или лучше было бы просто уничтожить все, забыть и жить спокойно, как живут тысячи других людей, которые предпочли молчание и безопасность борьбе за правду? Талант не знает ответа на этот вопрос, но он знает одно. Пока он жив и пока у него есть эти копии, у преступников нет полной уверенности в том, что их секреты похоронены навсегда. И это единственное, что дает ему силы продолжать жить. Впервые за 35 лет человек, который был ближе всех к министру в последние месяцы его пребывания у власти, согласился рассказать то, что знает только он. Этот человек не был ни охранником, ни юристом, ни финансовым консультантом. Он был личным водителем министра. Тем, кто возил его на все встречи, включая те, о которых не знал никто из официального окружения. Водитель слышал разговоры, которые велись в салоне бронированного автомобиля. Видел лица людей, которые садились в машину поздно ночью и выходили через час бледными и испуганными. Запоминал адреса домов, куда они ехали по маршрутам, не отмеченным ни в каких документах. Его звали Марат, и сегодня, спустя годы молчания, он решил рассказать о том, что происходило в те последние недели, когда стало ясно, что система рушится, и каждый пытается спасти себя любой ценой. Что заставило Марата хранить молчание так долго? Какие угрозы он получал, и почему именно сейчас решил заговорить? И самое главное, что он знает о человеке, который предал министра и запустил цепную реакцию, приведшую к исчезновению досье и краху расследования? Его рассказ откроет последнюю тайну этой истории. Тайну, которая объясняет, почему справедливость так и не восторжествовала, и кто на самом деле контролировал ситуацию все это время. Марат начал работать водителем министра в 2016 году, когда ему было 42 года.
И он уже имел большой опыт работы с VIP-клиентами. Его взяли не случайно. Перед приемом на работу провели тщательную проверку. Выяснили все о его семье, друзьях, финансовом положении, даже поговорили с соседями, чтобы убедиться, что он не болтлив и не имеет вредных привычек. Марат прошел проверку, подписал договор о неразглашении и приступил к работе, не подозревая, что следующие 3 года станут самыми напряженными в его жизни. Первые месяцы все шло спокойно. Обычные поездки на работу и обратно, иногда в аэропорт, иногда на официальные мероприятия. Но постепенно начались странные маршруты. Поздно вечером министр звонил и просил приехать к служебному входу резиденции. Они садились в машину и ехали в отдаленные районы города, где останавливались у ничем не примечательных домов. Министр выходил, проводил внутри от получаса до 2 часов, возвращался молчаливый и напряженный, и они ехали обратно, не обмениваясь ни словом. Марат быстро понял, что лучше не задавать вопросов и делать вид, что он ничего не видит и не слышит. Но невозможно работать с человеком бок о бок несколько лет и не узнать о нем многое, даже если стараешься не обращать внимания. Марат заметил, что министр становится все более нервным и подозрительным. Он начал требовать, чтобы маршруты каждый раз менялись, чтобы они никогда не ездили одной и той же дорогой 2 дня подряд. Он постоянно оглядывался, проверял, не следит ли за ними кто-то. Несколько раз приказывал Марату резко свернуть или проехать лишний круг, чтобы убедиться, что их не преследуют. Телефонные разговоры, которые министр вел в машине, становились все более резкими и эмоциональными. Марат слышал обрывки фраз: «Я не могу больше это контролировать. Они знают слишком много. Нужно действовать, пока не поздно». Кто были эти «они», о ком говорил министр, и какую угрозу он чувствовал? Марат не знал точно, но понимал, что происходит что-то серьезное, что-то, что держит его пассажиров в постоянном напряжении и страхе. Переломный момент наступил в марте 2019 года, за несколько недель до того, как началось официальное расследование. Марат помнит эту ночь до мельчайших подробностей, потому что именно тогда он понял, что стал свидетелем чего-то, что может стоить ему жизни. Министр позвонил ему около полуночи и приказал немедленно приехать. Когда Марат подъехал к резиденции, министр уже ждал у служебного выхода, и его сопровождал человек, которого Марат видел впервые. Этот человек был одет в темный костюм, на лице не было никаких эмоций, и он держал в руках небольшой кожаный портфель. Они сели в машину, и министр назвал адрес. Частный дом на окраине Бишкека, в районе, где жили только очень богатые люди. Всю дорогу они молчали, и Марат чувствовал, как напряжение в салоне нарастает с каждой минутой. Когда они приехали, министр и его спутник вышли из машины и вошли в дом, а Марат остался ждать. Обычно такие встречи длились не больше часа, но в этот раз прошло 2 часа, потом 3, и Марат начал волноваться. Наконец, около 4 утра дверь дома открылась, и министр вышел один. Его лицо было бледным, почти серым. Руки дрожали, когда он закуривал сигарету прямо у порога. Человек с портфелем не вышел, и Марат так и не узнал, кто он был и что было в том портфеле. Обратная дорога прошла в полном молчании. Министр сидел на заднем сиденье, уставившись в окно, и Марат видел в зеркале заднего вида, что его губы шевелятся, словно он что-то бормочет себе под нос. Когда они подъехали к резиденции, министр вдруг заговорил, и его слова Марат запомнил навсегда. «Марат, если тебя когда-нибудь спросят, где мы были этой ночью, ты скажешь, что я был дома и никуда не выезжал. Понял?» Марат кивнул, хотя не понимал, зачем нужна эта ложь. Министр продолжал. «Ты хороший человек, у тебя семья, дети. Не делай глупостей. Не пытайся никому рассказывать то, что видел или слышал. Это для твоей же безопасности». В его голосе не было угрозы, скорее усталость и какая-то обречённость. Но Марат понял, что это не просьба, а предупреждение. Он пообещал молчать, и министр вышел из машины, не попрощавшись. Это была последняя ночная поездка, которую Марат совершил с ним. Через неделю министр взял отпуск по состоянию здоровья, а еще через 2 недели началось расследование, которое потом так загадочно свернули. Марат долго не мог понять, что произошло в ту ночь, но со временем, собирая обрывки информации из новостей и разговоров бывших коллег, он начал складывать картину. Человек с портфелем, которого он видел той ночью,
был, по всей видимости, представителем той самой группы людей, которые контролировали всю систему коррупции в стране. Эти люди оставались в тени, никогда не появлялись на публике, но именно они решали, кто получит доступ к государственным контрактам, кто займет ключевые посты, кто будет защищен от преследования, а кто станет козлом отпущения, когда понадобится успокоить общественное мнение. Министр был всего лишь исполнителем, человеком, который делал грязную работу. Но когда он стал слишком заметным, когда его токолки начали выставлять роскошь на показ, когда журналисты начали задавать неудобные вопросы, он превратился из актива в обузу. И той ночью ему, вероятно, сказали, что пора уходить, что его время вышло, и что если он не уйдет добровольно, его уберут принудительно. Портфель, который держал тот человек, скорее всего, содержал доказательства. Документы, фотографии, записи, которые могли уничтожить министра окончательно, если бы он не подчинился. Но министр не был готов просто сдаться. Марат узнал позже от других сотрудников, что в те дни министр пытался договориться, искал союзников, предлагал сделки. Он понимал, что если его принесут в жертву, то следом начнут падать и другие, потому что он знал слишком много и мог потянуть за собой десятки людей. Именно поэтому расследование было свернуто так быстро. Не потому, что министр был настолько могущественным, а потому что те, кто стоял за ним, решили, что публичный суд будет слишком опасным для всей системы. Проще было уничтожить досье, заставить свидетелей замолчать, а самого министра отправить в тихую отставку с сохранением всех привилегий и гарантией безопасности. Это был компромисс, который устраивал всех, кроме тех, кто надеялся на справедливость. Марат понял, что стал свидетелем не просто коррупционного скандала, а механизма, который позволяет элите оставаться безнаказанной, несмотря ни на какие расследования и общественное возмущение. Этот механизм работал десятилетиями и продолжает работать до сих пор. Потому что люди, которые его контролируют, никогда не появляются на поверхности и никогда не оставляют следов. Сегодня Марат живет в небольшом городке далеко от Бишкека, работает обычным таксистом и старается не вспоминать те годы. Но иногда, когда он видит по телевизору очередного чиновника, рассказывающего о борьбе с коррупцией, или читает в новостях о новом расследовании, которое обещает наказать виновных, он горько усмехается, потому что знает, что все это спектакль. Настоящие хозяева системы никогда не предстанут перед судом, потому что они слишком хорошо защищены, слишком глубоко спрятаны, слишком умны, чтобы оставлять улики. А те, кого иногда ловят и судят, это всего лишь пешки, которых пожертвовали, чтобы создать видимость справедливости и успокоить народ. Марат решил рассказать свою историю не потому, что верит, что это что-то изменит, а потому что устал молчать. Устал жить с этим грузом на совести. Он хочет, чтобы люди знали правду, даже если эта правда не приведет ни к каким реальным последствиям. Потому что молчание — это соучастие. А он больше не хочет быть соучастником преступления. В личном сейфе министра, который был вскрыт следователями уже после того, как расследование официально закрыли, обнаружили документ, который объяснял многое из того, что казалось непонятным. Это был список, написанный от руки на обычном листе бумаги, без подписи и даты. Но почерк эксперты однозначно идентифицировали как принадлежащий министру. В списке было 15 имен: генералов, высокопоставленных чиновников, бизнесменов, людей из ближайшего окружения. Рядом с каждым именем стояла короткая пометка: «Знает о турецких счетах. Был на встрече в Дубае. Видел документы по контракту номер 73. Может дать показания о вилле в Испании». Этот список не был планом действий или напоминанием. Это был черный список людей, которых министр считал потенциальной угрозой. Людей, которые знали слишком много и могли его предать. И самое страшное, рядом с 3 именами стояли красные галочки, сделанные другой ручкой, явно позже. Что означали эти галочки? Были ли это люди, которых уже нейтрализовали, или те, кого планировали нейтрализовать в ближайшее время? Следователи пытались найти этих 3, но один из них к тому моменту уже покинул страну. Второй умер при загадочных обстоятельствах, официально от сердечного приступа, хотя ему было всего 48 лет, и никаких проблем со здоровьем у него раньше не было. А третий просто исчез, и его местонахождение неизвестно до сих пор. Этот список стал последним доказательством того, что система, созданная министром и его покровителями, была готова на все, чтобы защитить себя, включая устранение тех,
кто мог стать слабым звеном. Один из людей, чье имя было в том списке, но без красной галочки, согласился рассказать свою историю. Мы назовем его Руслан. Руслан был заместителем министра по финансовым вопросам и работал в этой должности с 2014 года. Он был одним из тех, кто знал все схемы, все счета, все имена, и именно поэтому его имя попало в черный список. Когда Руслан узнал о существовании этого списка, а узнал он об этом от человека из службы безопасности, который предупредил его из личных соображений, он понял, что находится в смертельной опасности. Он мог либо бежать, либо попытаться договориться, либо нанести удар первым. Руслан выбрал третий вариант. Он тайно связался со следователями, которые вели расследование, и предложил сделку. Полный иммунитет от преследования в обмен на информацию, которая похоронит не только министра, но и всю систему. Следователи согласились, и Руслан начал давать показания. Именно его информация легла в основу той части досье, которая касалась офшорных счетов и международных финансовых операций. Он рассказал, как деньги выводились из страны, через какие банки проходили транзакции, кто из иностранных партнеров был в сговоре, какие суммы и куда были переведены за последние 5 лет. Но Руслан сделал одну критическую ошибку. Он недооценил влияние и связи тех людей, против которых давал показания. Он думал, что если расследование зашло так далеко, то его уже не остановить, что следователи защитят его и доведут дело до суда. Он не понимал, что следователи — это всего лишь винтики в большой машине, и что есть люди, которые могут одним звонком остановить любое расследование, как бы далеко оно ни зашло. Именно это и произошло. Через несколько дней после того, как Руслан дал свои самые важные показания, к нему пришли люди. Не из полиции, не из прокуратуры, а люди в гражданском, которые представились сотрудниками Службы национальной безопасности. Они сказали, что его показания создают угрозу национальной безопасности, потому что могут привести к дестабилизации политической ситуации в стране. И что в интересах государства он должен отозвать свои показания и покинуть страну. Это не было предложением, это был приказ. Руслану дали 24 часа на сборы, предоставили билет на самолет до Стамбула и сумму денег, достаточную, чтобы начать новую жизнь за границей. Альтернатива не озвучивалась, но была понятна без слов. Руслан уехал. Он живет сейчас в Турции, работает консультантом в небольшой финансовой компании, и официально его отъезд был оформлен как добровольная миграция по семейным обстоятельствам. Но он знает, что на самом деле его выдавили из страны, потому что его показания были слишком опасными. Он также знает, что если бы он отказался уехать, то его имя в том черном списке получило бы красную галочку, и он стал бы четвертым человеком, который либо исчез, либо умер при загадочных обстоятельствах. Руслан согласился дать интервью по защищенному каналу связи, и его слова звучат как приговор всей системе. «Я думал, что если расскажу правду, то справедливость восторжествует. Я был наивным идиотом. В этой стране справедливости нет и никогда не было. Есть только сила, деньги и связи. Если у тебя этого нет, ты никто, и твоя правда никому не нужна. Я спас свою жизнь, но потерял родину, семью, друзей. Я живу в чужой стране, где меня никто не знает, и каждый день думаю о том, что все это было зря, что ничего не изменилось, что те же люди продолжают воровать, а новые токолки продолжают выкладывать фотографии из Дубая, пока дети мерзнут в школах. История Руслана показывает, что предательство в этой системе — это не просто моральный выбор, это вопрос выживания. Люди предают не потому, что они плохие или бесчестные, а потому что система ставит их перед выбором. Либо ты предаешь других, либо тебя предадут. Либо ты спасаешь себя, либо тебя уничтожат. В такой ситуации понятия чести и верности теряют смысл, потому что главное — это остаться в живых и на свободе. Руслан предал своих бывших коллег, дав показания против них. Но разве у него был выбор? Если бы он промолчал, его бы устранили, как устранили других. Если бы он попытался бороться, его бы сломали. Единственный способ выжить — это сыграть по правилам системы. А правила эти жестокие и беспощадны.
Вопрос в том, сколько еще людей окажется в ситуации Руслана. Сколько еще талантливых, честных специалистов будут вынуждены либо стать частью коррупционной машины, либо бежать из страны, потому что третьего не дано. И есть ли вообще выход из этого порочного круга? Или мы обречены жить в системе, где предательство — это норма, а честность — это роскошь, которую могут позволить себе только те, у кого нет ничего, что можно потерять? Тело человека, который когда-то был одним из самых влиятельных министров Кыргызстана, нашли в его загородной резиденции холодным февральским утром 2021 года. Официальная версия гласила, что он скончался от острой сердечной недостаточности во сне, и никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было. Похороны прошли тихо, почти незаметно, на них присутствовали только самые близкие родственники и несколько бывших коллег, которые пришли скорее из вежливости, чем из искренней скорби. Токолки, которые когда-то окружали его роскошью и вниманием, не появились ни на похоронах, ни на поминках. Они давно исчезли из его жизни, как только стало ясно, что денежный поток иссяк, и защита больше не работает. Пресса почти не освещала это событие, лишь несколько коротких заметок в местных изданиях, где говорилось о том, что страна потеряла опытного государственного деятеля, посвятившего жизнь служению народу. Никто не упомянул о расследовании, о токолках, о миллионах, украденных из бюджета, о детях, которые мерзли в школах, пока он строил виллы для своих любовниц. Все это было забыто, стерто, как будто никогда и не существовало. Но забыли ли об этом те, кто пострадал от его действий? Забыли ли учителя, которые годами не получали зарплату вовремя? Забыли ли родители детей, которые учились в холодных классах? Забыли ли те, кто пытался бороться за справедливость и был вынужден замолчать или покинуть страну? После его ухода из жизни система не рухнула, как можно было бы ожидать. Наоборот, она продолжила работать, как ни в чем не бывало. На его место пришел другой человек, с другим именем, но с теми же методами и теми же связями. Токолки нашли новых покровителей. Офшорные счета продолжили пополняться. Государственные контракты по-прежнему распределялись между своими. А школы в отдаленных районах по-прежнему не получали достаточно денег на отопление. Единственное, что изменилось, это то, что новое поколение чиновников стало осторожнее. Они реже выставляют роскошь на показ. Их токолки закрыли публичные аккаунты в социальных сетях или перешли на приватные. Сделки проводятся еще более скрытно. Следы заметаются еще тщательнее. Урок был усвоен. Можно воровать сколько угодно, но нельзя быть слишком заметным. Нельзя провоцировать народный гнев. Нельзя давать журналистам и активистам слишком много материала для расследований. Система адаптировалась, стала более гибкой и менее уязвимой. И это, возможно, самое страшное последствие всей этой истории. Что стало с людьми, которые пытались бороться? Азамат, юрист, который первым дал показания, живет под чужим именем в одной из европейских стран, работает в небольшой юридической фирме и старается не вспоминать прошлое. Он разорвал все связи с родиной, не общается с родственниками, потому что боится, что через них его могут найти. Руслан, заместитель министра, который предал систему, живет в Турции и каждый день задается вопросом, правильно ли он поступил, отказавшись от всего ради призрачной надежды на справедливость. Талант, сотрудник секретного архива, который сохранил копии уничтоженных документов, до сих пор прячется, меняя место жительства каждые несколько месяцев, потому что знает, что его ищут. Марат, водитель, который видел слишком много, вернулся к обычной жизни, но по ночам его мучают кошмары, в которых он снова везет министра на ту последнюю встречу и снова видит его бледное лицо и дрожащие руки. Жанар, бывшая токолка, которая сбежала из золотой клетки, работает продавцом в маленьком магазине в отдаленном селе и благодарит судьбу за то, что осталась жива, хотя жизнь ее теперь бедна и трудна. Все эти люди заплатили высокую цену за то, что попытались вырваться из системы или хотя бы рассказать правду о ней. И все они понимают, что их жертвы были напрасны, потому что система не изменилась. Она просто стала более осторожной. А что стало с токолками, которые не успели или не захотели уйти вовремя? Некоторые из них нашли новых покровителей и продолжают жить в роскоши, только теперь более скрытно.
Другие остались ни с чем, потому что недвижимость, которая была оформлена на их имена, оказалась обременена долгами или была отобрана настоящими владельцами, как только те почувствовали опасность. Третьи просто исчезли, и никто не знает, живы ли они или стали жертвами тех, кто решил избавиться от неудобных свидетелей. История Алтынай, девушки, которая пыталась шантажировать своего покровителя и исчезла без следа, так и осталась нераскрытой. Ее родственники до сих пор ждут хоть какой-то информации, но полиция давно закрыла дело за отсутствием улик. Возможно, она жива и скрывается где-то под чужим именем, боясь, что ее найдут. А возможно, ее тело давно покоится в безымянной могиле. И правда о ее судьбе никогда не всплывет на поверхность. Такова цена жизни в системе, где человеческая жизнь ничего не стоит, если она мешает интересам тех, кто у власти. Но самый важный вопрос, который остается без ответа — кто же на самом деле контролирует эту систему? Кто те люди, которые остаются в тени, но принимают все ключевые решения? Министр, о котором мы рассказывали, был всего лишь исполнителем, человеком, который делал грязную работу и получал за это свою долю. Но кто давал ему указания? Кто решал, когда пора сворачивать расследование, кого нужно убрать, а кого оставить? Кто был тем человеком с портфелем, который приехал к нему той ночью и фактически вынес приговор? Эти вопросы остаются без ответа, потому что настоящие хозяины системы никогда не показываются на публике. Они не дают интервью, не появляются на фотографиях, их имена не фигурируют в документах. Они существуют как тени, как призраки, которые управляют всем, оставаясь невидимыми. И пока эти люди остаются у власти, пока они контролируют финансовые потоки, политические назначения и правоохранительные органы, ничего не изменится. Можно сменить 100 министров, можно провести 1000 расследований, можно посадить за решетку десятки чиновников, но система останется прежней, потому что корень зла не в отдельных людях, а в самой структуре власти, которая позволяет кучке теневых кукловодов контролировать судьбы миллионов. История, которую мы рассказали, это не просто история одного коррумпированного министра и его токолок. Это история о том, как работает система, в которой мы живем. Система, где деньги решают все, где связи важнее законов, где правда не имеет значения, если у тебя нет силы ее защитить. Это история о том, как обычные люди становятся жертвами жадности и цинизма элиты, как их дети мерзнут в школах, пока чужие любовницы покупают шубы за десятки тысяч долларов, как их налоги превращаются в виллы и яхты, а их надежды на справедливость разбиваются о стену молчания и безнаказанности. Но это также история о тех, кто не смирился, кто попытался бороться, кто рискнул жизнью ради правды, даже зная, что шансов на победу почти нет. Азамат, Руслан, Талант, Марат, Жанар — все эти люди заплатили высокую цену за свой выбор. Но они сделали то, что считали правильным. И их истории должны быть рассказаны, чтобы мы помнили, что даже в самой темной системе всегда есть те, кто не готов мириться с несправедливостью. Что дальше? Изменится ли что-нибудь в будущем? Или мы обречены жить в этом порочном круге вечно? Ответ на этот вопрос зависит от нас, от каждого, кто смотрит это видео, от каждого, кто устал молчать и смиряться. Система сильна только до тех пор, пока мы позволяем ей быть сильной, пока мы боимся говорить правду, пока мы закрываем глаза на воровство и несправедливость. Но если мы начнем задавать неудобные вопросы, требовать ответов, поддерживать тех, кто борется за правду, если мы перестанем верить красивым словам и начнем судить людей по их делам, а не по их обещаниям, тогда, возможно, что-то начнет меняться. Медленно, трудно, с откатами и разочарованиями, но меняться. Потому что история показывает, что ни одна система не вечна, что рано или поздно даже самые могущественные империи рушатся, когда народ устаёт терпеть и решает, что пора сказать «хватит». Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где еще помнят о таких, как Анарбек Бакаев.
и где люди не готовы мириться с тем, что их обворовывают на глазах. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду об идолах истории. О тех, кто прикрывался красивыми словами, а на деле превращал народные деньги в личные состояния, пока дети мерзли в школах, а учителя не получали зарплату. Правда всегда всплывает, рано или поздно, и наша задача — не дать ей утонуть в молчании и забвении.